Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Угроза с воздуха. У бойцов есть буквально несколько секунд, чтобы услышать характерный звук дрона. Росгвардейцы оттачивают защиту от БПЛА. ГИБДД ужесточает контроль. Безопасность на наших дорогах касается каждого из нас. В госавтоинспекции прошло совещание, где подвели итоги и наметили планы. Танец как память. Ансамбль «Война» готовит премьеру к 75-летию Ахмата Хаджи Кадырова. Развитие спортивной инфраструктуры – один из приоритетов руководства Чеченской Республики. И сегодня в регионе готовится к знаковому событию. Совсем скоро откроется первая в истории республики специализированная ледовая арена. Глава региона Рамзан Кадыров лично оценил масштаб объекта и готовность к запуску. Что представляет собой новый спортивный комплекс и кто будет тренироваться на льду, в сюжете Лимды Жамалдиновой. Это первая специализированная ледовая арена в истории Чеченской Республики. Комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров уже практически готов принять спортсменов. Глава региона Рамзан Кадыров лично проинспектировал ход завершающихся работ. На втором этаже разместятся кафе, залы общей физической подготовки и хореографии. Предусмотрены технические подполья. Все, чтобы арена работала бесперебойно. Созданы все условия, чтобы организовывать хоккейные турниры по требованиям молодежной и высшей хоккейной лиги. Кроме того, предусмотрены раздевалки, сушильные комнаты, вип-ложа, игровые, а также залы для физической подготовки. Стратегическая важность, она связана, безусловно, в целом с той политикой, которую проводит наш лидер, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, именно по молодежной политике. И, в принципе, я могу уверенно сказать, что это новая страница в истории становления и развития олимпийского вида спорта, хоккея у нас в республике. И я уверен, что этот проект станет движителем и для Северного Кавказа. Этот объект имеет большое значение для развития спортивной инфраструктуры в Чеченской Республике. Оборудованы современные системы охлаждения льда, которые будут поддерживать необходимое качество покрытия. Совсем скоро здесь будут заниматься хоккеисты и фигуристы. На арене оборудованы две площадки, которые позволят заниматься как профессиональным командам, так и начинающим спортсменам. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Кавказском инвестиционном форуме между региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и фондом «Газпром. Социальные инициативы». Открытие планируется 23 августа. Вместе с этим событием начнет свой путь и первая профессиональная хоккейная команда республики «Ахмат Гранит». Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Сайтелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. С начала специальной военной операции подготовка добровольцев в Российском университете спецназа не прекращается ни на день. Здесь ежедневно тренируют бойцов, готовых встать на защиту интересов страны. Очередная группа отправилась в зону проведения СВО. С напутственным словом к добровольцам обратился председатель правительства региона Магомед Даудов. Репортаж Турпали Тайсумова. С начала специальной военной операции в Российском университете спецназа имени Владимира Путина ежедневно проводится подготовка бойцов, готовых отстоять честь и безопасность Родины. Очередная группа добровольцев отправилась в боевую зону. Председатель правительства региона Магомед Даудов выразил уверенность в том, что они достойно достойно проявят себя в любой ситуации в борьбе с врагом. Мы собрались 1 июня 2022 года, 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 1 июня 2022
Чеченской Республики по зову сердца, по призыву главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с начала военной операции на территории Донбасса и Украины взял на себя основную нагрузку именно по отправке к местам проведения СВО бойцов из Чеченской Республики, в частности из Росгвардии, с МВД и наших боевых товарищей, боевых братьев, добровольцев из всей нашей необъятной Родины России. Благодарим руководителей, а также инструкторов. Также хотелось, бойцы, от вашего имени поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, Общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, нашего первого президента Чеченской Республики, который с начала военной операции на территории Украины и Донбасса обеспечивает добровольцев, снабжают после отправки всем тем, что необходимо именно для бойцов. Мы взяли благородное дело на себя, и мы собрались сегодня здесь. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. За нами правда. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова традиционно взял на себя весь комплекс мер обеспечения: экипировку, снаряжение, размещение, питание. Защитники Отечества прибывают в Чеченскую Республику из разных уголков России. Перед отправкой они, как и всегда, проходят интенсивную подготовку. По прибытии в зону боевых действий они пополнят ряды легендарного спецназа «Ахмат» и приступят к выполнению боевых задач. Сам процесс подготовки, по словам мужчин, налажен как часы. Инструктора на базе РУСа проводят практические занятия, приближенные к реальным. Это позволяет быть максимально готовыми к любой неожиданности, за что они выразили признательность. Настрой боевой, готов работать. Не первая командировка уже в Ахмате. Вот. Подготовка, как всегда, на высшем уровне. Все занятия, все по делу. Все устраивает, все нравится. Полная сплоченность, все инструктора тактичные, объясняют все как есть, как реально все прошли боевые действия, все полностью от и до. Захожу в Ахмат второй раз из личных соображений, бить эту нечисть, освободим чистую землю от нацизма, помогу своим братьям. Достойная подготовка, достойные инструктора, питание, амуниция, в общем, условия тренировки самые лучшие. Война законная условия, а быту массу аур, ин подготовки, курсы, тун массу аур, есть содействие начальства, Аллаху любоем дойдешь туда, мула, вайкичду. В скором времени бойцы начнут служебную деятельность по месту дислокации и с полной готовностью. Турпа Лалита Айсумов, Саид Имин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В избирательной комиссии региона определили порядок размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов парламента республики 6-го созыва. В процедуре приняли участие представители 4 политических партий, выдвинувших списки кандидатов на предстоящие выборы. Процедура прошла открыто в соответствии с установленным избирательным законодательством порядком. Результаты жеребьевки определили места партии в избирательном бюллетене. Избирательном бюллетене под первым номером будет «Справедливая Россия», под вторым номером Коммунистическая партия Российской Федерации, под третьим номером ЛДПР и под четвертым у нас «Единая Россия». Вот так они, как говорится, проголосовали и, соответственно, вытащили бочонки из мешка, соответственно, определили место в избирательном бюллетене. Буквально завтра, послезавтра мы уже определим текст избирательного бюллетеня, будет утвержден, и, соответственно, после этого будет уже размещен в типографии напечатанных данных избирательных бюллетеней. Современные угрозы требуют современных решений. Дроны все чаще становятся инструментом угрозы, и силовые подразделения обязаны быть к этому готовы. Именно такую задачу решали бойцы ОМОН «Ахмат-1» на учениях по противодействию беспилотникам. Ну а как проходили тренировки у росгвардейцев, узнаем у Ахмеда Рамазанова.
На полигоне в селе Толстоюрт личный состав ОМОН Ахмат-1 отрабатывает действия при угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Руководит учениями первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев. Я шел занять еще именно на данный момент самое актуальное удачи мобильные огневые группы, ПВН, посты воздушного наблюдения. Каждый нишевой, что должны сделать, оттачивать навыки, дорабатывать моменты и выполнять поставленные нам задачи. Для бойцов это возможность приближенных к реальным условиям проверить готовность к действиям при обнаружении воздушной цели. Важная составляющая часть – умение работать в команде, быстро передавать информацию и действовать согласованно. Мобильные огневые группы выставляются по вероятным маршрутам пролета БВС противника. Как мы все видим, тактика войны, форма войны изменилась. На данный момент остается актуальным вопрос по противодействию БВС. Благодаря главе Чеченской Республики, Герой России генерал-полковника Рамзана Ахматовича и президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, Далас Облдойцен Аймани Кадырова, оказывает нам колоссальную и беспрецедентную помощь и поддержку. У нас есть, благодаря нашему дорогому брату, главе Чеченской Республики, у нас есть лучшая техника, лучшее вооружение, лучшее оснащение. Нам остается только воевать. Современные беспилотные технологии активно развиваются, поэтому совершенствование навыков противодействия БПЛА остается одним из направлений подготовки силовых подразделений. По легенде учений в зоне ответственности батальона появляется условный дрон. Личный состав должен оперативно обнаружить угрозу, оценить обстановку и действовать в соответствии с поставленной задачей. Главная сложность при угрозе БПЛА – это время. У бойцов есть буквально несколько секунд, чтобы услышать характерный звук дрона, визуально найти точку в небе и сбить из стрелкового оружия. Для сотрудников подобные занятия являются частью регулярной подготовки. Практические тренировки позволяют поддерживать высокий уровень готовности и совершенствовать действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Полученные в ходе тренировки навыки и отработанные алгоритмы взаимодействия должны обеспечить готовность личного состава к оперативным действиям при возникновении угрозы со стороны БПЛА. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Гудермесском районе состоялось расширенное совещание профильной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники обсудили меры профилактики ДТП, контроль за соблюдением ПДД, а также усиление работы в преддверии нового учебного года. О результатах совещания и о мерах, которые уже начали действовать в материале Рамзана Абуева. Опасное маневрирование, превышение скорости и игнорирование сигналов светофоров. В порыве эмоций некоторые участники свадебных кортежей нередко нарушают требования ПДД. Обеспечение безопасности при исследовании праздничных колонн – первый вопрос повестки заседания профильной комиссии Гудермесского района. Безопасность на наших дорогах касается каждого из нас. Каждый участник дорожного движения должен чувствовать свою ответственность на дороге. Касаемо мест скопления большой массы людей, в том числе и свадебных кортежей, на это особое внимание. Здесь нужно быть особенно внимательными и водителям, и пешеходам, так как сопряжено с огромной опасностью наезда на пешеходов, столкновения транспортных средств. Таких случаев, к сожалению, в нашей республике было, и с начала года мы фиксировали. Поэтому любое празднество не должно заканчиваться трагическими последствиями. Нам всем нужно соблюдать культуру, элементарную культуру поведения на дороге. Окончание летних каникул и начало учебного года – период повышенной опасности для несовершеннолетних участников дорожного движения. Чтобы обезопасить детей, в преддверии сентября проводится комплекс профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется территориям вблизи образовательных учреждений, которых в муниципалитете насчитывается около 100. и дорожное размятие, и зебра, и цунледа, указания, дорожные организации, школьные образовательные, дошкольные, работные черта, такие заполнения. И каждый пешеходный переход должен согласно датчику
В зале главы сельских поселений и имамы в ходе совещания озвучили статистику. За прошлый год на дорогах республики зафиксировано около 1,5 миллионов административных правонарушений. Общая сумма штрафов достигла 1,5 миллиарда рублей. Еще один вопрос предупреждений ДТП, связанных с бесконтрольным выпасом и перегоном сельскохозяйственных животных на автомобильных дорогах общего пользования. Переводить скот через проезжую часть разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими предупреждающими дорожными знаками. Выход скота на проезжую часть представляет смертельную угрозу для водителей и пассажиров. Столкновение с крупным животным на скорости часто приводит к трагическим последствиям и серьезному материальному ущербу. За безответственное отношение к домашним животным владельцев ждет наказание. Профилактические мероприятия и разъяснительные работы о недопустимости нарушений проводятся регулярно. Рамзан Абуев, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Танец может быть не просто зрелищем, а настоящим разговором о культуре и душе народа. Именно таким обещает стать новая постановка ансамбля «В войнах», которую готовят к важной дате. За закрытыми дверями репетиционного зала уже рождается та самая магия, которая позже покорит зрителей. Мадина Кураева расскажет, как идет подготовка к премьере. Выступление ансамбля «В войнах» – это настоящее сценическое представление. Каждая постановка коллектива превращается в зрелищное шоу, которое впечатляет зрителей с первых минут. За закрытыми дверями репетиционного зала рождается еще одна такая работа. «Онах Инлахта» – постановка, в которой национальная хореография становится языком разговора о характере народа, его традициях и ценностях. 4 часа репетиции, каждая минута посвящена одной цели – сделать будущую постановку максимально точной и выразительной. Артисты «В войнах» работают над синхронностью, пластикой и сложными хореографическими элементами. Постановку приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Автор идеи – заслуженная артистка России, директор ансамбля «В войнах» Марет Байсарова. Воплощает замысел на сцене художественный руководитель коллектива Абу Муслим Автарханов. Вот на плечах наших героев и держится эта земля. И решение у нас было очень давно принято именно поставить именно «Онах Илатта», и показать истоки наших предков, как по сей день эти герои были ключевой фигурой целостности народа. То влияние, как они имели и в мирное время, и в тяжелые времена, когда народ нуждался в поддержке и опоре. Пережить то тяжелые времена наших предков – это очень сложно в нынешнее время, и там требуется хорошая актерская игра для передачи того замысла, который мы хотим передать зрителю, то сострадание, то переживание, ту радость, ту боль. И, конечно, мы пытаемся это делать. И, конечно, артистам это сложновато приходится, но мы для этого есть, чтобы добить этот результат. Да. За 20 лет в профессии Адам Абубакаров видел немало постановок, но к этой работе относится с особым вниманием. Ведь «Онах Инлахта» – это не только сложная хореография и зрелищные элементы. Здесь артисту важно передать характер и настроение всей истории. Вся хореография новая, все движения новые. И плюс добавилось еще актерское мастерство, которое необходимо развивать потихоньку параллельно с хореографией. Пока до премьеры еще есть время, артисты продолжают репетировать, чтобы в тот момент, когда погаснет свет в зале и откроется занавес, снова сделать то, что «В войнах» умеет особенно хорошо – впечатлить зрителя. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Жара за окном так и манит к прохладной воде, но за этим удовольствием скрываются серьезные риски, если не знать элементарных правил безопасности. Специалисты настоятельно рекомендуют купаться только в оборудованных местах, не нырять в незнакомые локации и следить за детьми. Подробнее о правилах поведения на воде. Дани Хамидов. Лето, жара и прохладная вода. Такой отдых особенно востребован в период купального сезона. Но удовольствие может обернуться опасностью, если пренебрегать элементарными правилами безопасности. Специалисты рекомендуют выбирать для купания только разрешенные и оборудованные места, где есть спасательный пост и необходимая инфраструктура. Совместно с представителями МЧС, МВД и муниципального образования проводятся рейдовые мероприятия в отношении лиц, купающихся в неустановленных местах, соответственно, составляются административные материалы. Особого внимания требуют дети. Даже если ребенок умеет плавать, оставлять его одного у воды нельзя. Взрослым необходимо находиться рядом и постоянно контролировать ситуацию. Спасательные жилеты и другие средства безопасности помогают снизить риск, однако не заменяют присмотр. Определенный знак, что я мечалич, мегуль мечалич, самег. Ахул на вахте морской пляже ю личмекш. Не стоит заходить в воду сразу после длительного пребывания на солнце. Резкий перепад температуры может негативно сказаться на самочувствии. Также специалисты советуют не устраивать опасные игры на воде, не нырять в незнакомых местах и не пытаться заплыть дальше, чем позволяет физическая подготовка. Если появились слабость, головокружение или другие признаки недомогания, необходимо сразу выйти на берег и обратиться за помощью. Вода может казаться спокойной и безопасной, однако ситуация способна измениться за считанные секунды. Поэтому главное правило купального сезона – не испытывать судьбу, не заходить в воду в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега и всегда учитывать собственные возможности. Если рядом человек оказался в опасности, необходимо как можно скорее позвать на помощь спасателей и сообщить о происшествии в экстренные службы. При этом специалисты предупреждают, пытаясь спасти другого, нельзя подвергать риску собственную жизнь. Соблюдение простых правил, внимательность и ответственное отношение к отдыху у воды помогут провести купальный сезон без происшествий. Дани Хамидов, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Холодный металл в руках мастера перестает быть просто металлом. Реставратор Мансур Уздиев создал необычный проект. Автор представил новую работу, металлическую композицию в виде бабочки. Изящные линии, ажурные крылья, продуманная конструкция – все это результат кропотливого труда. Все подробности о том, как рождалось это произведение, в нашем следующем сюжете. Из листа холодной стали в произведение искусства. Пока металл поддается огню, резке и шлифовке, здесь рождается будущий городской арт-объект. Огромная бабочка словно готовится расправить крылья и взлететь. Это не видно. Это не видно. Автор проекта – мастер-реставратор Мансур Уздиев. Уже много лет он возвращает к жизни старую мебель, создает эксклюзивные предметы интерьера по индивидуальным заказам. Но на этот раз решил выйти за привычные рамки мастерской и воплотить идею, которая будет радовать тысячи людей. Идея появилась спонтанно. Интернет-чат несколько раз он мне попадался. И когда я до этого был в Алмате, мы посмотрели, вроде интересно, и мы где-то неделю изучали, есть ли это где-то на Кавказе. Нигде не нашли, производства, продажи нигде не было, и по России их нету. И тем самым этим и загорелись. Изначально на самом деле подводных камней было очень много. Скажем так, 10 качелей мы рассчитывали закончить за 1,5 месяца. В итоге у нас ушло где-то месяца 4. Тем более мы потратили очень много времени на качество. По времени, скажем так, одно качели где-то дней 10 он делается под ключ. Каждая деталь проходит через руки мастера. Сначала эскиз, затем резка, сварка, подгонка элементов. Ажурные крылья собираются словно кружево из металла, а массивное основание обеспечивает надежность всей конструкции. Сегодня мастерская больше напоминает художественную студию, чем обычный цех. Каждая линия, изгиб создаются вручную. Уже совсем скоро эта необычная бабочка вылетит за пределы мастерской и станет новой городской фотозоной, где можно будет сделать красивый снимок и просто отдохнуть на качелях.
По словам автора, это лишь первый подобный проект. Если идея найдет отклик у жителей, коллекция необычных арт-объектов может пополниться новыми композициями. Идея есть у нас вот какая. Более на наш менталитет акцент есть. Вот эти боковые части, они узоры, а с посередине бабочка. Вместо узоров мауныш железный, мауныш вместо бабочки орел или что-то в этом роде. Это было бы куда интереснее. Скорее всего, мы такие будем делать. Особое внимание уделяют прочности конструкции. Каждая деталь рассчитана на постоянную эксплуатацию под открытым небом. После завершения сборки металл обрабатывают специальным защитным покрытием, чтобы арт-объект долгие годы сохранял свой первоначальный вид. Чертеж у нас был купленный. Решили его доработать чисто из неких убеждений о качествах, убеждений о неком нашем менталитете нашего народа. Было сделано немало изменений, огромный фронт работы это все составило. Все узлы, все соединения были, в частности, все были переработаны, изменены, более модернизированы. Чтобы изменить городское пространство, достаточно одной смелой идеи и большого желания воплотить ее в жизнь. Необычные качели – это пример того, как мастерство, вдохновение и любовь к своему делу могут превратить обычный металл в настоящее искусство. А значит, совсем скоро появится еще одно место, где захочется остановиться, улыбнуться и сделать памятную фотографию. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.